Дорога героя началась в Лениногорске, в Татарстане. Дамир Исламов родился 13 октября 1996 года. Он был поздним ребенком, младшим в семье. Последний ребенок, он старшей дочери Динаре, ей сейчас 40 лет. У нее сыну уже 22 года, мой внук. Младшая дочка 35 лет, Регина. У нее сын тоже, у нее, значит, 4 годика будет сыну, моему внуку младшему. А Дамир, вот он не женат, вот он был последний ребенок, ему вот 25 лет. Так что они с моим старшим внуком и Дамир, разница у них вот 4-3 года, там 3,5. В роддоме Дамир напугал и маму, и врачей. Я его носила, 9 месяцев вынашивался. Он у меня был живой. А когда родила, он просто был, мертвый. Я начала молиться всем богам, всем, какие молитвы я знала, я начала молиться. И Хари Кришна говорила, и Бисмилла говорила, и Господи спаси и сохрани. Потом, когда он закричал, я сказала, слава КПСС. Это вообще что-то было, не знаю что. Я головой трясла, думаю, Сажда Насивовна, ты что, немножко не в себе? Вот таким образом родился. Но потом он присосался к груди, и мы через 5 дней выписались из больницы как нормальный, здоровый человек. У Дамира было обычное детство, как у большинства российских ребят из небольших городов. В многоквартирном доме на улице Кутузова было много детворы. Днем двери соседских квартир не закрывались на ключ. По возрасту мы немножко разные были. Мои младшие братья были, как Дамир, возрастом. Я был чуть-чуть постарше, но чуть-чуть младше старших сестер Дамира. И вот, в общем, мы пятером, так сказать, были и росли вместе. Конечно, как и все мальчишки, мы играли в военные игры. Мы строили дома баррикады из кресел, делали шалашики, делились на пару команд, и, конечно же, играли в войнушки. Был такой забавный случай, когда кто-то из младших наших заболел ветрянкой, и нас всех 5 в одну комнату. Мы там взяли мензурку, зеленки и давай друг друга мазать. Как в спортшколе прыгали на батуте. Один прыгнет, второй с батута вылетит. Много забавных случаев. Как учились кататься на велосипеде. И учились не где-то во дворе, как и положено, а мы из комнаты в комнату катались. Школа номер 6 в Лениногорске. Только недавно, казалось, Дамир пошел в 1 класс. Букет цветов, волнение родителей. Познакомились мы уже с 1 класса, но начали дружить довольно при случайных обстоятельствах. Нас посадили за одну парту, и с этого началась история нашей крепкой дружбы. В начальных классах он не был прям преуспевающим учеником, но как мы перешли в среднюю школу, он взялся за ум, начал довольно серьезно учиться. Ему очень хорошо давались всегда точные науки, но при этом и в истории, в обществознании, в гуманитарных науках у него тоже довольно-таки все хорошо получалось. 11 школьных лет летели стремительно. И первые успехи, и нерешенные задачки. Среди любимых предметов Дамира математика и физкультура, а вот с физикой справлялся только на 3. Очень любил предметы, которые по ОБЖ, по физической культуре. Когда вот на Олимпиаду он ходил, занимал призовые места. Он у нас учился все 11 лет, с 1 по 11 класс учился у нас он. Мальчишка был, знаете, с юмором. Вот в памяти он у меня всегда останется. 10-11 класс, он ходил в светлом костюме, в светлом. Вот как будто какой-то, вот не знаю, как это объяснить, но это светлая душа. Настолько был он активный мальчишка. Он всегда принимал участие во всех школьных делах, во всех мероприятиях. Если это кросс, Дамир там. Если около школы какое-то мероприятие, снег, например, там почисть раскидать, Дамир на самую гору залезет и слышен голос Дамира.
честно скажу, по характеру, хоть и был он очень юн, но в то же время у него лидерские качества очень ярко выражались. У него была уверенность в себе, чувство заботы за младшими, так как был младший племянник, он всегда нянчился с ним, заботился, это уже с раннего детства. Но яркую улыбку никогда не забыть, это как визитная карточка человека. Всегда он был смелым, улыбчивым. Вот альбом этот посмотрели же. Вот во всех фотографиях никогда не унывал. Вот я фотографии посмотрела. Все дети подошли, меня обняли, а он вот не меня только, а весь класс. Вот как-то он таким вот, не знаю, как бы сказать, таким веселым человеком был. В прошедшем времени про него тяжело говорить. Мы всегда вместе были. Все праздники, все мероприятия. Трудолюбивым он был. Никогда не отказывал. И во всех школьных мероприятиях, и классных мероприятиях. Среди друзей Дамир был законодателем моды. Все новые подростковые тренды появлялись в его гардеробе. Он вообще одевался очень модно. Он был очень у меня модный мальчик. И ничего он не одевал такого, если он не нравится, если я его что-то одевала. Потом, когда он подрос, уже сам ходил там по магазинам и только сам себе вещи выбирал и одевался очень модно. То, что белый цвет любил, ну, наверное, белый цвет всегда как-то поддерживается и стройнит, и молодит, так сказать. Поэтому он и, наверное, любил. Дамир казался таким же, как все. Не был отличником, зависал в компьютере, но достоинство, внутреннее благородство уже в школе отличали его от многих сверстников. Он не любил обманывать, юлить или подставлять других. Я учила Дамира со 2 по 11 класс. Он был также одноклассником моего сына. Но отличительной, наверное, чертой его порядочность, его позитивное отношение ко всему окружающему. Его любили ребята, он был надежным товарищем. И в ситуациях, которые были, например, в классе, он всегда поддерживал, всегда находил хорошие слова и был не только хорошим товарищем, но и, наверное, хорошим сыном. Он был честным, но сейчас у нас дети на уроках, они обычно списывают, чтобы получить хорошие оценки. То есть он всегда старался не списывать и получать то, что он заслуживает. В этом кабинете он занимал в 3-м ряду 2-ю парту. Одно из любимых его мест – это 2-й вариант. Считалось, что он наиболее удачный, это у всех учеников. Было такое определенное суеверие. Ученик он достаточно способный, дисциплинированный, организованный, очень скромный. И за лицами таких учеников не всегда бывают видны будущие герои. Но именно из таких учеников скромных и дисциплинированных, немногословных, действительно вырастают мальчики, которые способны защищать наше Отечество. Дамир стремился быть смелым и сильным, участвовал в играх зорницы, начал серьезно заниматься спортом. Мы всегда его воспитывали, чтобы всегда помогал, всегда участвовал в каких-то соревнованиях. Вот готовится наш город к 1 мая, он участвовал в этой эстафете. 9 мая он тоже участвовал, был спортивным мальчиком. Занимался гимнастикой, занимался боксом. Осень 2009, начало учебного года, мы объявили мы только открылись. И, конечно, объявления везде развесили по школам. То, что объявляется набор в секцию бокса, клуб бокс-шефа. Вот как раз Дамир Исламов был первым в этом наборе. Первое время не особо выделялся. Просто в тренировочном процессе, как все, делал. В общем строю было незаметно. Самое первое яркое воспоминание, это когда мы поехали на первый же турнир и поехали в Москву. Для мальчишек была такая неожиданность. И когда вот они вышли на ринг,
И, во-первых, я очень удивился, что таким образом они как-то преобразились и выступили очень хорошо, в том числе и Дамир. Вот. Но Дамир мне чем запомнился? Тем, что Тихий в строю, на ринге, в бою, это был просто непредсказуемый. С волевыми качествами, всеми качествами бойцовскими, которые должны присутствовать у боксера. Как-то даже особого такого, чтобы вот я повела за ручку или что-то, такого нет. Не было, конечно. Он сам все это выбрал, сам это захотел. У него всегда было все то, что он хочет сам. Никогда не было у нас напряга от того, что ты иди, или айда, а вот так вот захотел, иди, да. Вот мы его никогда не заставляли ничего. Я пришла в школу в 2013 году и учила Дамира 1 год. За этот 1 год я его знала как одного из правильных, добрейших человек, который всегда помогал в любой ситуации. Скажешь: Дамир, надо вот это сделать, помоги, пожалуйста. Он всегда мне помогал. Вот мы готовились 9 мая. Строй у нас на 6 коробка, да, все школы готовятся. И он всегда в этом учил молодых, 8-классников, молодых ребят. Он тоже умел маршировать, а они еще не умели. В средней общеобразовательной школе номер 6 Лениногорска о подвигах героев Великой Отечественной войны знают не понаслышке. И патриотическое воспитание здесь не пустой звук. В школе более 30 лет работал знаменитый педагог, военрук Григорий Иванович Никишин. Фронтовик, кавалер 2 орденов Славы, 2 орденов Красной Звезды, участник Парада Победы 1945 года. Он совершил с ребятами более 100 экскурсий и экспедиций по местам боевой славы, создал в школе музей Туган-Жерем, родная земля, который стал центром военно-патриотического воспитания ребят. Дамир любил бывать в музее и к окончанию школы уже определился с выбором будущей профессии. В планах на жизнь значилось стать защитником Родины. И его мечта была, он же мечтал быть военным. И он уже вот в старших классах. Сначала он, конечно, ходил на бокс. Он до 9 класса занимался боксом, а после 9 класса, 10-11, он для себя стал посещать просто тренажерный зал. И как-то я его спросила: ты для чего вообще вот посещаешь? Он сказал: чтобы как-то свое здоровье укрепить, чтобы мог человек, затем ему легко, чтобы было учиться в танковом училище. У него прям была цель такая. А первоначально вообще он хотел быть стоматологом. Вообще у него была цель. Сначала он говорил: до 9 класса я буду стоматологом. Ну, а потом резко он поменял. Мы уже съехали с этой квартиры, переехали в новый дом, уже взрослели, Дамир взрослел. Я закончил школу, Дамир заканчивал школу. Мама передала, рассказала то, что все-таки уроки патриотического воспитания в школе, истории Великой Отечественной войны, рассказы и посещение музея в школе номер 6 Григория Никишина дали толчок и, наверное, уверенность в том, что нужно выбрать эту профессию. Я думаю, тем самым стержень был поставлен еще как раз-таки в юном возрасте. В 2014 году Дамир Исламов исполнил свою мечту. Выдержал серьезный конкурс и поступил в Казанское высшее танковое командное ордена Жукова краснознаменное училище. Как обычные мальчишки, простые мальчишки. В компьютере висел, занимался. Я ему говорила: сынок, ты ведь экзамен не сдашь, ЕГЭ не сдашь. Он говорит: мам, принес мне диплом и говорит: я же вот сдал. И мы за полгода до поступления в танковое училище подали туда заявление. Ну и он, в общем-то, прошел. Было 400 человек на одно место, и 120 человек надо было отобрать. В то время я была в Курганской области в командировке, и мне прислали письмо с военного училища, что вам надо подписать контракт о том, что если он там что-то нашалит, и его будет отчисление, то, значит, вам надо будет выплатить ту сумму, за которую государство затратило на его обучение, на его там обмундирование и содержание его. И вот я в Курганской области к нотариусу подписала этот договор и звоню Дамиру, говорю: Дамир, теперь, говорю, ты никакого права не имеешь, чтобы оттуда вообще уйти с этого училища.
И вот так вот, как бы, вот этот настрой, вот сам вот этот патриотический вот его долг, он, видимо, или еще сам себя в руки взял, чтобы быть именно до конца, чтобы учиться, учиться и учиться. Когда я узнал то, что он обучается в танковом училище, конечно же, для меня это не было огромным удивлением, так как я в глубине души понимал то, что он свяжет свою жизнь с данной профессией. Друзья, которые тоже учились в Казани в гражданских вузах, надеялись, что будут видеться часто. Но курсант Исламов теперь был человеком военным. Все его время занимали лекции по военному делу, огневая подготовка, вождение боевой машины, спортивные занятия. Дамир проходил обучение в моем батальоне, выпустился в 2018 году. Вот. Проживал он в этой казарме. Вот. Могу показать его кровать. Вот, 3-я кровать. Во время обучения зарекомендовал себя с положительной стороны. Парень светлый, принимал активное участие в жизни батальона, в жизни училища. Был великолепным спортсменом. Всю военную науку усваивал только на отлично. Приносил неоднократно золотые медали в спортивных соревнованиях. Когда он уже поступил и стал учиться, и он там, уже будучи в училище, стал добиваться очень больших высот, потому что он, когда я работала в Хабаровске, они приехали в Благовещенск на танковый биатлон. Он выиграл, его экипаж выиграл 2-е место по России. И мы уже поняли, что этот человек останется в строю и будет до конца военным человеком. О том, что Дамир участвует в специальной военной операции на Украине, никто из родных, конечно, не знал. Могли лишь догадываться. То, что воевать он будет, я знала, потому что это логически можно было рассуждать по мировой обстановке, по обстановке нашего государства, так как это Ростовская область близко к Украине, да. Он, конечно, мне ничего не говорил, абсолютно ничего не говорил. Он: мам, я на учениях, мам, я на сборах. Вот таким образом разговоры были. И вот 22 февраля этого года у меня было 60 лет. Он мне позвонил, он меня поздравил 22 февраля. И это было последнее, что мы слышали. Я слышала от него. Россия собирается на границу? Да, на границе с Украиной. У нас тут что? Перчатки. Термос, тапочки, горелки. На боевое задание Дамира провожала подруга Люба. Любовь. Они с Любой дружили с 8 класса, по-моему, дружили. Вот она его в училище, она это провожала. И она его собирала в Ростове именно на границу с Украиной. Она туда приехала на 1,5 дня. Она его собирала, они в магазин там ходили. Люба говорила, что да, они хотели в этом году пожениться, но не получилось. Какой? Он просто... Сочи. Первая. Горка. Вперед, вперед. 7 марта 2022 года экипаж танка Т-72Б1 под командованием старшего лейтенанта Дамира Исламова штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое, Северодонецкого района ЛНР. Российские военные прицельным огнем уничтожили долговременную огневую точку. В бою танк подожгли коктейлем Молотова. Экипажу удалось увести машину из-под огня, потушить и вернуться на задание. После этого Исламов с товарищами вступил в неравный бой с 5 танками ВСУ. 4 из них были уничтожены. Но потом боевая машина старшего лейтенанта Исламова была подбита прямым попаданием. Все члены экипажа погибли. Старшему лейтенанту Дамиру Исламову, ефрейтору Дамиру Гелимханову и рядовому Ивану Цивуну присвоены звания Героев России. Посмертно. От того, что он 7 марта погиб,
я не знала. Знала старшая дочь Диляра, которая в Казани. И она всех предупредила, чтобы мне об этом не говорили. Не знал ни отец. Мы здесь, в Лениногорске, не знали, наша семья. И ждали они подтверждения, что да, действительно он, да, действительно, что погиб. Я приехала из больницы, буквально только зашла домой, и тут заходит и представитель военкома, наш военком, мэр города. И когда зашел мэр города, я поняла. Мы, самые близкие его друзья, должны были собраться 6 числа, но у нас не получилось. И мы собрались у нашего друга 7 марта. Нам позвонил его сослуживец и сообщил нам эту новость, как только вот мы собрались вместе. В середине марта узнали. Очень переживали. Нам сначала сказали, что погиб, потом сказали, наверное, ранен, ничего не говорим. Молимся, что он жив. Мы не верили, что он погиб, честное слово. И до сих пор сейчас перед глазами стоит как живой. Наши мальчишки, вот самые простые, вот самые обыкновенные мальчишки. Но мы не думали, что они у нас будут герои. С них вырастут герои, именно герои Российской Федерации. Это же надо быть каким человеком сильным, мужественным, проявить стойкость, чтобы пойти, чтобы защитить своих товарищей, ну и встать на защиту нашего светлого будущего нашей страны. 29 марта 2022 года герои России 25-летнего Дамира Исламова похоронили на родине в Лениногорске. Он нашел свой последний приют на аллее почетных граждан, рядом с героями Великой Отечественной войны. В российской армии всегда были священные традиции. В боевых условиях и в самых сложных и опасных ситуациях не было различия. Генерал это офицер или рядовой. На защите Отечества мы все равны. Мы солдаты Родины. Так это было и на этот раз. К сожалению, гибнут лучшие. В первую очередь потому, что никогда не прячутся за спины своих товарищей. – 15 апреля Татарстан простился с еще одним своим сыном, 22-летним героем России Дамиром Гелимхановым. Механик-водитель экипажа Исламова с воинскими почестями был похоронен в Казани. Молодой парень, 22 года, с большими своими амбициями, сильным, стерным, жизнерадостным, красивый, всегда лучше. Общительность у него всегда была очень сильная. Последний раз он говорил, что мы будем гордиться им всю свою жизнь. Вот так и произошло. В школьном музее мы оформили отдельную экспозицию, стенд, посвященный подвигу нашего выпускника школы 1914 года Исламова Дамира. И на стенде мы хотели и показали его как школьные годы, так и учебу его в танковом училище. Для учащихся нашей школы это имеет огромное значение, так и для учителей, и для родителей. Уже мы провели первые экскурсии, где учащимся рассказывали как раз о его школьных годах, о его подвиге. Имена героев России будут увековечены в музейных летописях, бюстах и названиях улиц. Огромная фреска уже появилась на фасаде дома рядом с танковым училищем в Казани. Герой России Дамир Исламов прямо и мужественно смотрит на будущих офицеров, на горожан. Когда я родила, я семье своей предложили два имени. Или Радмир, или Дамир. То есть на радость и мир, или на добро и мир. Вот. Не в честь кого, просто вот такое имя. И моя семья выбрала, чтобы жил он на добро и на мир. Вот так получился Дамир. Комбат, подтяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат, ее команда.